Доброе утро, Якутия! Начинаем новый рабочий день. С вами Руслан Ачиров. И Вероника Тамтосова. И сегодня у нас четверг на календаре. И буквально один день у нас остался до выходных. Но, тем не менее, сегодня мы вас познакомим с нашей рубрикой «Постоянно киноафиша», чтобы вы могли, конечно же, спланировать свои выходные. Ну, а также поговорим о домашних питомцах и поднимем очень много-много интересных тем. Но самое главное, что сейчас мы подбираем такие сюжеты, которые интересны каждому члену вашей семьи. Вы можете собраться утром у телевизора вместе не только позавтракать, но и знать много полезной, интересной информации, чтобы утро было особенно уютным. Ну и, конечно, сейчас у нас осень уже практически, а можно сказать, даже начало зимы, да, в нашем регионе. Поэтому давайте узнаем, какая же погода сегодня за окном. Итак, в центральных районах сегодня от 0 до +1, в Заречной группе -3, +1, в южных 1-2 градуса выше 0, в Вилюйской группе 2-5 ниже 0, в Нижнеленских -2 градуса, в западных 1-4 со знаком минус. В Колымаге-Дигирской группе Улусов -5, -17, в Янских 7-16 со знаком минус. На северо-западе 3-5 градусов холода. В Якутске в 6 часов утра температура была 0 градусов, атмосферное давление 746 миллиметров ртутного столба, ветер юго-восточный 2 метра в секунду. Сегодня днем мокрый снег, гололедица, ветер юго-восточный 6-11 метров в секунду. Температура днем в столице +1, +3 градуса. Будьте осторожны, будьте внимательны, очень скользко. Ну, так и хочется начать нашу утреннюю рубрику призывом на зарядку «Становись». Ну, у кого-то утро начинается с чашечки кофе и хруста булок, у кого-то с включения любимой телепередачи, у кого-то с изучения социальных сетей. А у советских граждан утро начиналось с зарядки и процедур для закаливания. По радио звучал позывные, и голос диктора предлагал поставить ноги на ширине плеч и приступить к упражнениям. Ну и, кстати, в одной из московских школ перед уроками по школьной радиосвязи звучит именно эта песня. Один из учителей информатики предложил, и, соответственно, весь коллектив поддержал. И она действительно помогает немного взбодриться перед учебным днем. Эту замечательную традицию можно вести и в семейном кругу, и начинать с этой песни. Особенно для старшего поколения будет такая ностальгия. Ну а прямо сейчас предлагаем сделать утреннюю гимнастику. Всем доброго утра! Меня зовут Виктория, и сегодня я проведу вам комплексную зарядку на все тело. Ножки ставим чуть шире плеч, носочки у нас смотрят диагонально, гантельки перед собой или можно взять бутылочки с водой. Делаем приседания. В коленях у нас 90 градусов, колено за носочек не выходит, так ни в коем случае не делаем. Сели, встали, сели, сжали ягодички, встали. Делаем таких 16 повторений. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. И еще 8 повторений. Пока наши ножки отдыхают, мы поработаем на ручки, на бицепс рук. Гантельки смотрят, ладошки смотрят прямо. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Следующее. Делаем 90 градусов в локтевых суставах и на добивочку наверх. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. И 4 полных раза. 4, 3, 2, 1. Выполняем таких 3 подхода. Сначала приседания, а затем на проработку рук. Следующее упражнение – это выпады назад с разведением рук. Ножки ставим на ширине плеч, делаем выпад назад. В коленных суставах у нас 90 градусов и в нижней точке разводим ручки наверх. Встали. 8, встали, 7, встали, 6, встали. При этом соблюдаем, чтобы корпус у нас был ровный, животик подтянут. И еще 4, 3, 2, 1. И то же самое делаем на вторую ножку. Но ручки будем выводить вперед. 8, 7, 6, 5, 4, 3,
2, 1. Ложимся на коврики, на спинку. Ножки шире плеч, носочки также смотрят диагонально. Гантельки кладем под тазовые кости. И делаем подъемы таза. 8. На верхней точке мы сжимаем ягодицы. 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. 8 пружин наверху. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. И еще раз полная восьмерка. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Сжали ягодицы, они у нас будут стоять в статике, пусть они горят. И поработаем на грудные мышцы. Ручки над грудью, в локтевых суставах слегка округлены. И делаем разведение. Выдох, вдох, выдох, вдох. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Гантельки положили под тазовые кости и сделали 4 подхода на ягодички. 3, 2, 1. На этом у нас первый подход завершен. Выполняем таких 3 подхода. Наш силовой комплекс подошел к концу. Выполняйте такие упражнения, и будет у вас красивое подтянутое тело. Всем хорошего дня! Да, хорошего дня, отличного настроения. Уверена, что комплекс упражнений помогает зарядиться вам энергией на целый рабочий день. Ну а сейчас самое время после такой утренней зарядки узнать самые последние новости к этому часу. Доброе утро! Расскажем об актуальных событиях к этому часу. В Якутск прилетел герой России Радомир Максимов. Участника спецоперации встречали родители, сестрами, земляки и община Татинского района, представители правительства Якутии и общественных организаций. По традиции героя России угостили якутскими оладьями и кумысом. Радомир Максимов прибыл в отпуск на 20 дней. За это время он планирует отправиться на родину. Напомним, участник СВО удостоился награды за ликвидацию 27 боевиков, которых уничтожил при собственном ранении. Герой России стал 9-м якутянином, получившим золотую звезду. Радомиру Максимову троекратное ура! Когда узнал, это уже, весной было. Так что постепенно уже, уже готов был. А сейчас вот недавно вручили, тоже волнительно было. Министр обороны вручил, Андрей Ремович. Да, перед ним волновался. Так-то нормально, эмоции хорошие тоже. По данным прокуратуры, с января по июнь в Якутии зарегистрировано 6170 преступлений, что на 1,5% меньше показателя прошлого года. При этом почти на 28% снизилось число особо тяжких преступлений, в том числе в столице региона. Из общего числа расследованных преступлений 1270 совершены в состоянии алкогольного опьянения, что на 300 меньше, чем в прошлом году. В республике сегодня продолжается активная работа по предупреждению правонарушений, в том числе совершенных в состоянии опьянения. Здесь главная задача, как признаются эксперты, в совместной работе всех органов. Более 600 школ Якутии обеспечены горячим питанием, в том числе учащиеся начальных классов питаются бесплатно. Например, в столовой Саха-гимназии готовят еду на 800 детей. Повара заранее составляют меню, затем его утверждает руководство учреждения. В меню входит горячий суп, каша, гуляш, компот, чай, хлеб и другие блюда.
Жирные продукты, такие как яичница, глазунья, консервы, газированные напитки запрещены. За приготовлением еды и хранением продуктов тщательно следят специалисты Роспотребнадзора. Они берут анализы, измеряют температуру и вес готовых блюд. Только в сентябре специалистами ведомства проверили организацию горячего питания в 49 школах. Во всех школах республики организовано горячее питание, в том числе двухразовое питание для учащихся начальных классов. Охват горячим питанием учащихся начальных классов составляет 100%, учащихся с 5 по 11 классы 98,4%. Для организации питания детей должны быть разработаны и утверждены директором примерные меню. В меню запрещены продукты и блюда, такие как яичница, глазунья, блинчики с творогом и мясом, макароны по-флотски, закусочные консервы, студни, газированные напитки, сырокопченые мясные гастрономические изделия и колбасы, пищевая продукция быстрого приготовления, кремовые кондитерские изделия, карамель, кофе, майонез и прочее. Порядка 600 курсов повышения квалификации и профессиональной переподготовки реализует Северо-Восточный федеральный университет. Наибольшее количество программ дополнительного профессионального образования предлагают медицинские и педагогические институты, колледж инфраструктурных технологий и Институт развития профессиональных компетенций и квалификаций Open. По официальной информации, в колледже предусмотрено 15 программ курсов повышения квалификации и 8 программ переподготовки в рамках проекта «Цифровая кафедра» федеральной инициативы по развитию кадрового потенциала в IT-сфере. Спортсмены из Якутска, Жатая, Мирного, Нерюнгри и Алдана в течение 3 дней будут соревноваться на дорожках плавательного бассейна Чолбон. Соревнования посвящены памяти прославленного тренера по плаванию Юрия Усова. Соревнования проходят по 6 дисциплинам, и у пловцов есть возможность не только завоевать призовые места, но и получить долгожданные спортивные разряды. В соревнованиях участвуют как опытные спортсмены, так и начинающие. Понравился прежде всего график, что удобная переправа, быстро добраться удобно было. И в самих соревнованиях масса дисциплин, что тоже позволяло детям выполнить разряды. Вот. Именно с этим расчетом мы и ехали. Почему у нас вообще, в принципе, с Алдана сколько, больше 50 человек детей привезли. Ну, завтрак – это вот самое важное начало дня. А твой любимый завтрак, кстати, какой? Ну, раньше я любил яичницу, хлеб с майонезом, да, с салом. Но сейчас, кстати, некоторые телезрители стали писать, что я уже не влажу в экран, поэтому я решил пересмотреть свои утренние привычки по завтраку. Вот, поэтому пока я в поисках. Но я пока просто пью чашечку кофе и все. Ну, а тебе разве в детстве не говорили, что самый полезный завтрак – это каша? Ну да, действительно, кстати, например, вот овсянка укрепляет сердечно-сосудистую систему, снижает уровень холестерина и борется с тромбами, улучшает память, внимание и позитивно влияет вообще на когнитивные способности. Но вот манка незаменима для тех, кто страдает от заболевания ЖКТ, обволакивает, уменьшает боли при гастритах и язве, способствует укреплению костей и мышц. Ну а сегодня, 10 октября, отмечают Международный день каши. И это знаменательный и замечательный повод напомнить всем людям, что каша – один из самых полезных продуктов в мире. Каша – это уникальное блюдо, да? Есть она практически у каждого народа. Ну и начать утро можно именно с нее, в честь праздника, чтобы отметить. И заодно сказать детям, вот вы сегодня едите кашу обязательно, потому что сегодня ее праздник. Ну а прямо сейчас узнаем, чем еще знаменательный день сегодняшний. На календаре 10 октября – Всемирный день психического здоровья, Всемирный день зрения. По народному календарю – Савватий, пчельник. На Руси в этот день заканчивались пчелиные девятины – 9 дней, в течение которых нужно подготовить пчел к зиме. Пчеловоды убирали в амшанники последние ульи и просили своих детей помолиться святому Савватию. Дело в том, что пчеловодство и бортничество считалось делами, требующими особой нравственной чистоты, которой обладали маленькие дети. Заниматься другой работой, кроме той, что связана с пчеловодством, в этот день считалось большим грехом. Этот день в истории. 1577. В Московском Кремле создан пушечный приказ. 1918. Основан музей-усадьба Абрамцева.
1918. В результате реформы в России окончательно и официально введена новая орфография. 1970. В рамках британского содружества провозглашена независимость Фиджи. В этот день родились Жан-Антуан Ватто, французский живописец, основоположник и крупнейший мастер стиля рококо. Фритьёф Нансен, норвежский путешественник, океанограф, общественный деятель, нобелевский лауреат. Владимир Обручев, русский и советский геолог, географ, писатель. Роман Якобсон, русский и американский языковед, филолог, родоначальник русского структурализма. Бруно Фрейндлих, советский и российский актер театра и кино, народный артист СССР. Именины сегодня отмечают Акулина, Аристарх, Виктор, Герман, Дмитрий, Игнатий, Марк, Михаил, Петр и Федор. А с 28 октября по 22 ноября папы Якутии смогут бесплатно обучиться основам бизнеса в рамках проекта «Папа-предприниматель». Проект создан для поддержки отцов, желающих развивать свои предпринимательские навыки и успешно управлять собственным бизнесом. Обучение охватывает ключевые аспекты предпринимательства и эффективного управления, что позволит участникам получить практические знания и навыки, необходимые для старта и развития бизнеса. И сегодня у нас в студии в гостях Анна Филиппова, начальник отдела образовательной поддержки Государственного автономного учреждения Республики Саха-Якутия, Центр «Мой бизнес». Доброе утро. Доброе утро. Доброе утро. Скорее расскажите нам про этот удивительный курс. «Папа-предприниматель». Звучит прям как книга. Действительно, образовательная программа «Папа-предприниматель» Центром «Мой бизнес» проводится ежегодно. В этот раз программа будет состоять из двух блоков. Это наши участники, прошедшие отбор, которые успели или успеют подать заявки до 20 октября. Пройдут сперва онлайн-обучение, то есть уже дома, сидя дома, в уютной своей семейной обстановке. В течение 3 недель могут пройти первый этап образовательной программы, а далее мы их приглашаем уже на очный формат, который пройдет у нас в ноябре с 18 по 22 ноября. И вот таким образом папы углубленно смогут получить навыки предпринимательской деятельности, что, надеюсь, что послужит им таким толчком, успешным шагом в старте своего бизнеса. А лучший проект, который они разработают в течение вот этого периода обучения, получит грант в размере 150 тысяч рублей. И надо сказать, что, вот, например, год назад, в конце ноября, также стартовала программа «Папа-предприниматель», и 20 пап в прошлом году прошли обучение, и лучший проект был также награжден грантом. И мы, вот, например, в течение всего года поддерживаем связь с нашими участниками, и они также могут проконсультироваться у нас. Каким-то образом мы их тоже продвигаем, их проекты. Очень интересно. Получается многоступенчатое обучение. Да, я думаю, что вот такое вот именно поэтапное обучение сможет для мужчин быть полезным. Именно вот. А для чего они вообще должны пройти обучение? Почему именно папы? Да, почему именно папы? папы? Знаете, у нас в России есть программа «Мама-предприниматель». Это федеральная программа для женщин, мам, о котором все знают. То есть вся Россия принимает участие. А вот программа «Папа-предприниматель», насколько я знаю, на сегодняшний день является единственной образовательной программой практически у нас в стране, которая предназначена для отцов, имеющих несовершеннолетних детей до 18 лет. А каким вот должен быть папа-предприниматель, и может ли каждый желающий отец попробовать себя в обучении? Очень хороший вопрос. Действительно, каждый отец, у которого есть несовершеннолетние дети, я как уже сказала, а также отцы, которые только недавно стартовали в бизнесе, то есть у которых стаж не более 1 года, они могут принять участие в данной программе, направив свою заявку на наш портал moybiznes14.rf. Там есть специальный вот анонс. Можно кликнуть и попасть на страницу заявок. И в этой заявке есть такой пункт, как мотивационное письмо.
И в этом письме они должны описать свою бизнес-идею, с которой хотят стартовать именно в предпринимательской деятельности. И на основе этих мотивационных писем отборочная комиссия будет отбирать 20 участников данной программы. Очень интересно. А на что можно потратить грант? Ну, Конечно же, грант, который будет получен в результате победы в этой программе, участник может потратить на старте развития бизнеса. Что это? Например, он может потратить его на покупку расходных материалов, на оплату аренды помещения, на покупку оборудования, которое, конечно же, необходим для ведения своего дела. Но вы сказали, что предпринимательством он должен заниматься не больше года. Да. А вот, например, если занимается 5 лет, но неудачно, то есть, ну вот ищет себя, но и хочет, допустим, повысить свою квалификацию, что тогда делать? Ну, к сожалению, в рамках положения вот именно указаны такие критерии, а вот для таких участников, для таких мужчин у нас есть другие программы. Например, вот в конце октября у нас стартует программа «Школа предпринимательства», она тоже очного характера для предпринимателей, которые хотят получить дополнительные знания по бизнесу. И по каким критериям вот, можно себя проверить, к какой программе ты относишься? То есть мы уже выяснили, что это не больше года, а что должна быть бизнес-идея. А какие еще требования? Ну вот про детей я тоже сказала, что да, обязательно должны быть дети. Неважно, если, например, семья многодетная и, например, уже, допустим, двое старших уже старше 18, даже старше 23 лет, но один ребенок еще до 18 лет, конечно же, это тоже подходит. Также подходят и усыновленные дети, опекуны тоже. И до какого числа нужно подать заявку? Я вот приглашаю, конечно, вот разрешите воспользоваться ситуацией, и приглашаю наших отцов, которые попадают под данные критерии программы, подать заявки до 20 октября, успеть и стать участником программы «Папа предприниматель». И, может быть, именно вы сможете получить грант в размере 150 тысяч рублей на старте развития своего бизнеса. И куда нужно обращаться? Обращаться можно на наш портал, на портал центра «Мой бизнес», moibiznes14.rf. Вы сказали, что вот уже первый поток выпущен, да? Вот какие вот интересные были вот направления, проекты, которые вам запомнились, которые реализованы? Давайте скажу о том, кто в прошлом году одержал победу. Победу одержал проект «Вовушка, научись читать». Это разработка мобильного приложения для дошкольников, которые хотят научиться читать. То есть это вот помощь родителям, чтобы ребенок как бы начал читать. Были интересные проекты в области туризма, это туристические базы, это по строительству, так как это все-таки мужчины. Это, например, возведение частных домов, это строительство и производство каркасов для также строительства различного, столярные мастерские, автопокрасочные мастерские были, изготовление якутского классического лука, был тоже такой интересный проект, и по инженерным изысканиям были проекты, и что-то, и еще очень тоже такие направления сейчас интересно развиваются, это связанные с именно проектами для школьников, как дополнительное образование. В данном случае у нас была школа единоборств. Очень интересно. Да. Спасибо за этот подробный рассказ. Я думаю, что все заразились идеей, а что бы мог сделать я? Да, ну и подавайте заявки, друзья. Напоминаю, что до 20 октября принимаются заявки. Но сейчас на улице уже холодает, и замечательным отдыхом может стать уютный и комфортный поход в кино. А что можно посмотреть, мы с удовольствием вам подскажем. Смотрите в кинотеатре «Центральный» с этого четверга. Работает! Сделай меня нормальным! Верни мой размер! И большое пузо тоже? Пузо свое тоже хочу! Мультфильм для всей семьи «Пушистое превращение». Сюжет фильма развернется в горах. Братья-близнецы Кайл и Зак живут в фантастическом мире вместе с невероятными магическими существами. Все меняется с появлением таинственных зандаров. Для того, чтобы спасти свой волшебный мир, подростки и их пушистые друзья отправляются в увлекательное приключение, полное захватывающих чудес. У меня есть линдар.
Для начала расскажи о себе. Поговорим про тот день. Южнокорейский хит «История двух сестер». Культовый психологический хоррор, перевернувший жанр. Фильм снял один из главных режиссеров современной Кореи Ким Джи Ун. По сюжету героиня Су Ми возвращается домой после продолжительного пребывания в психиатрической клинике и воссоединяется со своей младшей сестрой. В их некогда уютном доме царит атмосфера тревоги и страха. Все из-за безумной мачехи. Сестры должны разгадать тайну исчезновения матери и разобраться с призраками прошлого, чтобы восстановить свою связь и найти выход из лабиринта ужасов, охватившего их семью. Хочешь все забыть, но ничего не получается. И они преследуют тебя, как призраки. Премьера полнометражного киномюзикла «Стоп-ночь». Сюжет картины разворачивается вокруг Бэйбита, молодого музыканта, который испытывает трудности в поисках баланса между своей мечтой и обязательствами перед отцовством. Все идет гладко, пока в его жизни не появляется Джулия, танцовщица, влюбившаяся в него. Фильм рассказывает о любви, творчестве, дружбе и городе Алматы. В фильме звучат 17 песен легендарной группы А-студио, включая такие хиты, как «Стоп-ночь», «Солдат любви», «Грешная страсть», «Тик-так», «Еще люблю» и «Джулия». Вперед, ребятки! На выход! Просыпаемся! На этой неделе состоялась премьера фильма «Джокер. Безумие на двоих» с Хоакином Фениксом и Леди Гагой в главных ролях. Картина обещала появление Харли Квинн, яркие музыкальные номера и продолжение истории Артура Флека, которая выстрелила в 2019 году. Напомним, что первая часть была представлена в 11 номинациях на «Оскар», включая лучший фильм и лучшая режиссура. Хоакин Феникс удостоился премии «Оскар» в категории «Лучшая мужская роль». Но вышедший сиквел получил разгромные обзоры и полное недоумение от зрителей. Настала очередь оценивать и якутскому зрителю. Действие фильма разворачивается спустя 2 года после событий первой части. Артур Флек, известный как Джокер, теперь заключен в психиатрической больнице Аркхэм и ожидает суда за убийство, которое он совершил в конце первой части. В то время как Флек пытается разобраться в себе и готовиться к судебному процессу, в его жизни появляется новая персона – Ли Квиндель, пациентка лечебницы и его будущая возлюбленная. Желаем вам отличного настроения и приятного просмотра. Эх, свет софитов, сцена и аплодисменты. Это мечта многих с детства. Стоя в детстве на табуретке, декламируя стихи, но кто не мечтал быть великим актером, актрисой или певицей хотя бы? Но судьбы известных оперных певцов необычайно разнообразны. Кто-то начинал петь в самодеятельности, кто-то учился играть на каком-либо музыкальном инструменте, а потом вдруг почувствовал потребность петь. Но никто не расскажет об этом лучше, чем сами артисты. Да, прямо сейчас у нас будет уникальная возможность из первых уст узнать, как это быть оперной певицей. Меня зовут Екатерина Захарова, я оперная певица. С самого детства, сколько я себя помню, я хотела стать именно оперной певицей. Первые мои воспоминания — это годиков 3, в 5. Я уже смотрела по телевизору разные концерты, слушала пластинки, исполнения разных оперных певцов. И в 6 лет я поступила в Амгинскую музыкальную школу по классу фортепиано и вошла в мир музыки. Позже, после окончания 9 класса и музыкальной школы, я поступила в Якутский музыкальный колледж. Проучилась я там на 2 отделениях, на фортепиано и по классу вокала.
После окончания музыкального колледжа я поступила в Новосибирскую государственную консерваторию на вокальный факультет. И в 2013 году я приехала в родной Якутск, в родной театр и стала работать здесь солисткой оперы. Для оперного певца важны такие качества, как артистичность, любовь в большом смысле, то есть любовь ко всему. Да? Зрители ценят именно искренность нашу и нашу открытость, наши оголенные чувства. Мы должны быть очень дисциплинированные, исполнительные и стрессоустойчивые. У нас должна быть очень хорошая психика. Я люблю за свою работу за то, что есть зрительская отдача. Их эмоции, их овации, аплодисменты, это очень дорого стоит. Ради этого мы работаем, это придает нам силы работать дальше. Хотелось бы молодому поколению, если у вас есть желание стать оперным певцом, если это цель вашей жизни, то ничего не бойтесь, никого не слушайте. Пусть вам будут говорить, что это профессия, которая не профессия, работать нужно в нормальной профессии, да, а не думать о сцене, не проводить время в музыке и в пении. Просто стремитесь к своей цели, работайте, и все у вас получится. Ну так вдохновенно рассказывают, и прям думаешь, ну почему я когда-то не выбрала профессию, там, связанную со сценой. Но в обыденной жизни вообще у детей очень много разных желаний, да, и одно из них это завести домашнего питомца, помимо мечты там стать великим артистом. Ну, а, кстати, вот ты кого больше любишь, вот кошек или собак? Ну, сложно сказать. Мне кажется, любой питомец хорош, если он член семьи, и с ним уютно, комфортно, но можно и кошечку, и собачку, и попугайчика завести. Ну, согласен, но, пожалуй, все-таки содержание собак, да, оно, наверное, более сложное, особенно в плане прогулок. Согласна. Мало какие слова радуют любимых четвероногих питомцев больше, чем слово «гулять». Полноценные прогулки важны для гармоничного развития собаки и крепкого здоровья, а недостаточный выгул приводит к проблемам с поведением. И прямо сейчас мы расскажем, как правильно гулять с собакой. С собаками, как правило, необходимо гулять не меньше 2 раз в день, но не всем известно, каковы именно правила прогулки с собакой в городе. А ведь в марте этого года в силу вступили новые изменения в правилах обращения с животными. 14 марта 2024 года правила содержания домашних животных на территории Республики Саха-Якутия внесены изменения, а именно в статье 5.4 Кодекса административных правонарушений Республики Саха-Якутия. Первое – это выгул собак. Запрещается выгуливать собаки, кроме специальных площадок для выгула собак. И второе – это хозяин должен убрать за жизнедеятельность своей собаки. Если не соблюдать новые правила, можно получить штраф или большие проблемы. Насколько же хорошо якутяне осведомлены об этом? Соблюдают ли новые правила и убирают ли за своим питомцем? Мы узнавали у прохожих. Вообще, конечно, во всем цивилизованном мире, если мы собаку завели, мы за нее отвечаем. То есть, если она где-то что-то, значит, на совочек убрали и, значит, за собой сразу. У нас почему-то в Якутске такое не практикуется. Они никогда за своими собаками не убирают и как-то к этому вопросу относятся очень безответственно. Я вообще ни разу не видела, чтобы убирали, выгуливают, и все, и пошли, до свидания. Но в каждой истории есть и положительные герои. Мы поговорили с ответственными хозяевами, которые со всей серьезностью относятся к прогулкам со своими маленькими друзьями. Четвероногий друг Петра Слепцова, которого хозяин ласково называет Сардель Петрович, в полной мере осознает всю серьезность ситуации. Несмотря на свой маленький размер и безобидную породу, Сардель послушно выгуливается на поводке, в наморднике и с пониманием относится к новым правилам. Я его нашел на улице уже 9 лет тому назад. Мы гуляем с ним по городу почти каждый день. А когда гуляем, обязательно с собой носим такой пакет мусорный, чтобы собачьи экскременты жизнедеятельности, чтобы сюда убирать. Ну и чтобы не было такого казуса, чтобы человек наступил на какашки. Ну, когда гуляем, обязательно с собой берем поводок и обязательно намордник. Намордник обязательно надевается для собак, потому что собака бывает там разная, а вдруг там ребенка может укусить или там с другой собакой подцапаться, подраться. Из-за этого обязательно собака должна
на бортике гулять. Экоактивист и волонтер Антон Васильев также призывает людей убирать за своими питомцами. Ведь убирая за своими собаками, владельцы помогают защитить экосистему и сохранять чистоту в любимом городе. Мы когда гуляем, и у меня есть такая, я уже как с первого дня, когда мне подарили волкодава, у меня есть салфетки, я с собой всегда ношу салфетки. Это хорошие салфетки, обычные салфетки там, столовые. Я всегда собираю его жизнедеятельностью. Точно покакал, я собираю и выкидываю в ближайшую санитарную точку. Потому что надо делать наш город чистым и добрым. Мы в ответе за тех, кого мы приучили. Уборка за собакой может показаться не очень приятным делом, но потратив всего 1 минуту, чтобы убрать за своим питомцем, хозяин собаки действительно внесет, казалось бы, маленький, но очень важный вклад в спасение мира и сохранение чистоты в городе. Ведь большие изменения начинаются с маленьких решений. Илана Захарова, Семен Семенов, Якутск. Но важно соблюдать правила содержания наших четвероногих друзей, ведь от этого зависит не только их комфорт, но и безопасность и удобство окружающих. Конечно, завести питомца – это очень ответственный шаг. Мне кажется, каждый должен осознавать, что от него просто так потом не избавиться ни в коем случае. Да? То есть нельзя, как у нас любят, на даче завели собачку, сезон закончился, собачку оставили, что она потом, как она там живет на улице, никого не интересует. Самое главное, что как раз это ведет к последствиям, что у нас образуются стаи, особенно в частном секторе, да? То есть это бездомные собаки. Очень поэтому нужно задумываться о том, что собака – это навсегда. Ну а прямо сейчас о том, как тренировать наших пушистых друзей, чтобы они могли выполнять команды и слушали своих хозяев. Доброе утро, уважаемые любители животных! Сегодня мы вам покажем самое элементарное, самое нужное упражнение в данный момент. Это как научить вашу собачку не подбирать ничего с земли. А вот представлено вам лакомство, которое лежит на земле и собачка хочет взять. Показываю первый способ, считается он мягким. Собака хочет, тянется, мы просто стоим на месте. И ждем, пока она обратит на нас внимание. Да, супер! То есть, что я сейчас объясняю собаке? Там не вариант подбирать, еда всегда у меня. У меня всегда ласково, вкусно и весело. Я ей даю возможность подумать. Вот она хочет, хочет, хочет. В какой-то момент она обращает внимание на меня. Да. И сразу же я хвалю собачку возле себя. То есть к чему мы приучаем? Что любой кусок, лежащий на земле, сразу же обрати внимание на меня. Там не ешь, обрати внимание на меня. И от меня будет тебе вкусняшка. Это мягкий способ. Способ более пожестче. Для собак, до которых не очень это доходит. Мы проходим мимо еды, и во время желания подобрать с земли делается жесткий рывок. Нет? Да, молодец, хорошо. Да. Нет? Хорошо. Даете любую запрещающую команду. У кого-то это фу, у кого-то это нет, у кого-то это эй. Но интонация должна быть жестким тоном, запрещающим. То есть первый способ мягкий, мы просто подводим собачку, даем дотянуться, но не съесть это лакомство, и стоим, ждем, пока она обратит на нас внимание. Если не обращает, издаем любой мягкий звук, заинтересовывающий внимание, и хвалим возле себя. Второй способ – это мы уже жестко одергиваем собаку, то есть делаем ей жесткое замечание. Кажется, с утра одна из самых важных тем – это уход за лицом, чтобы проснулась и сияешь. Ну, по идее, да, все вот достаточно просто. Побрился, умылся и готов к рабочему дню. Ну да, еще маску сделал и вообще красавчик. Ну, да ладно, дорогие дамы, это для нас. Вот прямо сейчас расскажем, как делать маски. Всегда использовала тканевые маски неправильно. После использования маски остается еще очень много сыворотки, которую я просто выбрасывала. Теперь я знаю способ, как не дать ей пропасть. Я вырезаю несколько пар патчей из ватных дисков, кладу их обратно в упаковку и убираю в холодильник. На следующий день они отлично пропитываются сывороткой. Плюс прохлада отлично снимает отеки. Так что у твоей тканевой маски есть приятный бонус.
Ну, экономично, очень экономично. Взял маску, потом сделал из нее еще 5 патчев, заплатил только за маску. Вот, учись, Руслан. И никаких отеков с утра. Да, ладно. Я хотел сказать про то, что можно еще и пачку майонеза не выкидывать, там еще много полезного находится. А вот как часто мы слышим фразу «экономия должна быть экономной»? Но сказано это было на 26-м съезде КПСС в Москве, проходившем с 23 февраля по 3 марта 1981 года. Но когда дело касается коммунальных платежей, понимаешь, что в этом случае экономия ресурсов может стать отличным подспорьем для правильного распределения семейного бюджета. Абсолютно согласна. Как правило, подойти к этому вопросу нужно серьезно, и тогда можно сэкономить. А как это сделать, узнаем в следующем сюжете. Анна с мужем и 2 детьми живут в двухкомнатной квартире. Месяц по счетам платят порядка 8 тысяч рублей, включая свет, воду и отопление. Квартплата ежегодно растет, и, как всякая семья, пара думает, как и на чем можно сэкономить. Недавно на кухонный смеситель глава семейства установил аэратор, другими словами, распылитель, который разделяет струю на множество мелких. И даже при небольшом напоре получается довольно сильный поток воды. По заверениям производителей, экономия расхода воды может достигать до 70% в месяц. Итак, я решила провести эксперимент. Набрала воду в ванной с крана без аэратора. А сейчас я наберу воду за то же самое время, за 10 секунд, с аэратором в баночку. Итак, я включаю одновременно воду и секундомер. Итак, 10 секунд закончилось. Вот столько у нас набирается с крана с аэратором за 10 секунд, а столько с крана без аэратора. Посмотрите, какая экономия воды. Еще один способ экономить воду при сливе воды в унитазе – установка двухрежимного сливного механизма. При нажатии маленькой кнопки будет расходоваться не весь бачок, а только небольшая часть. Также Анна приучает своих детей выключать воду во время чистки зубов и выключать свет в комнатах, если они там не находятся. Это же касается и электроприборов, которые нужно не только выключать после использования, но и вынимать шнуры из розеток. О многотарифном счетчике электроэнергии знают многие, но не все знают, что экономия может достигать примерно трети от затрат на электроэнергию. У нас многотарифный счетчик электроэнергии, то лучше всего стирать вечером. Также есть еще одна небольшая хитрость. Можно вещи, которые не сильно загрязненные, спортивные, детские, постирать при температуре 20 градусов за место обычных 40-60, так как электроэнергия расходуется в 2 раза меньше. То же касается и посудомоечной машины. В посудомойке, помимо прочего, уходит примерно в 10 раз меньше воды, чем при ручной мойке. Но если посуды немного, то выгоднее мыть ее все же под краном. К расходам за услуги ЖКХ нередко прибавляется комиссия, которую берут платежные агенты. Поэтому лучше оплачивать напрямую в ресурсоснабжающую организацию, заключив с ними договор. Еще один способ сэкономить – оплачивать счета за ЖКО банковской картой с кэшбэком. Воспользовавшись этими, казалось бы, простыми и неочевидными способами, можно ежемесячно существенно экономить семейный бюджет. Туяра Филиппова, Семен Семенов, Якутск. Продолжим говорить об актуальных событиях этого утра. Снос аварийного жилья и переселение граждан, улучшение инфраструктуры и транспортного сообщения, а также опасности и отлове бродячих собак. Эти и другие темы обсудил Постоянный комитет Государственного собрания ЛТУМЭН на ежегодном заседании по социально-экономическому развитию Якутска. Особенно выделили вопросы льготных проездов и обеспечения инфраструктурной выделяемых земельных участков для многодетных, малообеспеченных и ветеранов. Подготовлено порядка 3000 земельных участков, которые уже с 1 декабря должны начать оформлять. Все-таки совместными усилиями видно было о том, что правительство республики относится положительно к решению тех или иных вопросов. Те законодательные инициативы, которые все-таки планируют провести, они, скорее всего, будут приняты, хотя есть и, будем говорить, о том, что, наверное, разные мнения. Это, допустим, это как изменение
в кодекс, административный кодекс по поводу увеличения штрафных санкций до 2000 рублей, который предлагает город Иркутск. Здесь мнения разные, поэтому здесь многие мнения неоднозначны, но работа будет дальше продолжаться. Мы определим работу непосредственно, комитет определит работу на 2025 год, потому что это не ограничиваться будет принятием бюджета 2024 на 2025 год. В северной столице проходит Петербургский международный газовый форум, одно из главных отраслевых событий России и мира. Форум охватывает все аспекты газовой промышленности, от разведки и добычи до переработки и экологической безопасности. Среди участников представители федеральных и региональных органов государственной власти, руководители российских и международных компаний, ведущие эксперты отрасли. Всего форум собрал 20 тысяч участников из 45 стран и более 600 компаний. Организаторы обещают более 90 мероприятий. Якутия традиционно участвует на газовом форуме. Сегодня регион занимает первое место по темпам соцгазификации и 5-е место в России по добыче нефти и газа. На форуме перед республикой стоят большие задачи. Ключевое из них – это как раз развитие программы газификации совместно с ПАО «Газпром» вдоль силы Сибири. Мы здесь будем очень активно обсуждать и вовлечение в программу новых населенных пунктов. Это вот Ленский и Алюпинский район. Мы говорим о таком проекте, как Накынский поток, который сегодня реализует компания «Сахатранснефтегаз» вместе с компанией «Алроса». Мы, конечно, обсуждаем вопрос здесь реализации программы газификации, например, по Алданскому району, где у нас идет и газификация населения, и вопросы развития газификации котельных и, что немаловажно, промышленных объектов, потому что здесь вопрос увеличения объемов добычи золота и эффект для республики уже последующий в виде налогов. Уникальные архивные документы Якутии признаны культурным наследием. На заседании комиссии Министерства культуры и духовного развития Якутии были рассмотрены архивные документы Национального архива республики. Члены комиссии приняли решение о признании нескольких материалов уникальными документами регионального уровня. К числу уникальных отнесен рапорт о законах и обычаях якутов, датированный 1823 годом, а также именные списки проживающих в Якутске дворян и детей боярских, составленные в 1770 году. Рапорт представляет собой этнографические сведения и традиционный уклад жизни и быта якутского народа. Национальная библиотека Якутии в этом году выиграла всероссийский конкурс на создание регионального центра консервации и реставрации. В России уже работают 6 центров, а в этом году откроются еще 4. Открытие планируется 10 октября. Создание центров является важным шагом для сохранения культурного наследия. Региональный центр консервации и реставрации в Якутске будет расположен в Национальной библиотеке. Он включит в себя мастерские, переплетный цех, участок фазовой консервации, лабораторию и учебные классы. Документы делятся на категории сохранности. Первая категория, к первой категории документов относятся документы до 1832 года. Они у нас считаются самыми редкими и ценными документами. И вторая категория от 1832 года до 1917 года. Это вторая категория сохранности. И третья категория – это документы массового пользования. Это были все новости к этому часу. До встречи в эфире. Эстрадное искусство всем доступно, универсально и самое близкое народу искусство. Именно через нее народы могут показать всему миру свою культуру, свое лицо. 11 октября в Государственном театре эстрады Республики Саха-Якутия имени Юрия Егоровича Платонова состоится премьера фьюжн-мюзикла «Багровое солнце». В основе сюжета лежит сказочная история и древние якутские легенды, которые передавались из поколения в поколение. Специально к премьере к нам в Якутск из далекого Екатеринбурга прибыл Александр Александрович Пантыкин, советский рок-музыкант, российский композитор, дедушка уральского рока, лидер группы Урфин Джуз, художественный руководитель и основатель Живого театра в Екатеринбурге. Доброе утро. Доброе утро. Доброе утро. Сегодня у нас легенда рока у нас в студии. Здравствуйте. Как вы узнали о театре эстрады и знакомы ли вы вообще с театрами Якутии? Ну, вообще я достаточно близко знаком с культурой Якутии. Она меня всегда интересовала, потому что для меня Якутия – это страна духов,
это страна очень мистическая, да, которая связана, естественно, и с музыкальной культурой тоже. И когда я узнал о том, что будет постановка, которая основывается на якутских легендах, конечно, мне стало интересно. Это, во-первых. Во-вторых, в Москве в феврале месяце театр эстрады Якутии выехал со спектаклем «Чудный костюм» по Рэю Брэдбери на якутском языке, что самое главное. Был полный фурор вообще в Москве. Мне об этом спектакле очень многие рассказывали. И поэтому, когда директор театра эстрады Татьяна Николаевна Чаранская пригласила меня, я тут же согласился, потому что мне так было интересно, любопытно, что же за такой театр в Якутии, который начинает активно участвовать в процессе создания современного мюзикла. Причем мюзикла, скажем так, на грани с этникой, с роком, с поп-музыкой. Мне кажется, что культура древней Якутии, она необычайно интересна, и она для мюзикла представляет огромный интерес. Ну, потрясающе. Такое, видно, что вы очень хотите это увидеть и Конечно. Готовы в предвкушении. Да, именно уже. поэтому и, кстати, Екатеринбург не так уж далеко. Я проспал в самолете спокойно 3 часа и Кстати, даже не заметил, как я здесь Вас оказался. надо поблагодарить, что вы прямо с самолета, с трап самолета к нам Да, пришли это в правда. студию. Ну, я в самолетах сплю, поэтому я проснулся, и вот я уже здесь. Все прошло. А планируете вы дальнейшее сотрудничество с театром эстрады в рамках объединенных гастролей? И вот немножко хотелось бы узнать именно о вашем театре. Я встретился с Татьяной Николаевной и с Марией Николаевной, это художественный руководитель Герасимовой, в городе Казани, на огромном театральном форуме, который называется «Навруз». И мы очень плотно разговаривали о том, каким должен быть современный мюзикл, о том, как он должен развиваться. И мне показалось, что в наших разговорах нашлось очень много общих тем. И мне кажется, что мы вообще творчески очень будем плотно сотрудничать. Поэтому мне интересно, и я очень надеюсь, что театру эстрады Якутии тоже будет интересно со мной общаться. Тем более, что этот театр планирует стать музыкальным, да? Это же очень важно, чтобы в столице Якутии появился музыкальный театр, который бы начал делать современные мюзиклы, причем этномюзиклы, да, чего нет в нашей стране, а это уникально. Все, что уникально, это всегда интересно. Здорово. Но вообще надо сказать, что вы основали рок-группу Урфин Джюс в 1980 году. Да. Это год моего рождения, кстати. Да, год проведения Олимпиады. Вот. Как вы пришли в театральное искусство? И можете поподробнее рассказать о вашем театре? Да, конечно. Дело в том, что я получил 5 образований. Сначала я закончил физико-технический факультет УПИ и был физиком и техником. Потом я закончил эстрадное отделение как пианист джазовый. Потом я закончил как композитор. Потом я закончил как драматург. Я магистр драматургии. Ничего себе. Ничего себе. Да, и одно из заданий, когда я учился на драматургию, было создать свой собственный театр, написать концепцию. Такое нам задание давали интересное. Я учился в Санкт-Петербурге. Вот. И я создал такую концепцию. Почему? Потому что у меня появилось 2 внучки, и когда я понял, что их повезти-то некуда, они маленькие, взрослые театры, им еще не интересно. Тем более там идут очень длинные спектакли по 2-3 часа, дети устают. Для них нужно специально создавать маленькие, короткие, музыкальные, танцевальные, песенные мюзиклы. И таким образом у меня появилась идея создания театра живого. И живой театр я создал вместе со своим сыном Сергеем Александровичем Пантыкиным. Он стал главным режиссером, я художественным руководителем. В нашем театре только профессиональная труппа, которая закончила театральный институт, только профессиональные музыканты, которые закончили консерваторию. Потому что я считаю, что для детей нужно играть очень хорошо. Как актерам, так и музыкантам. Вот нашему театру в этом году 10 лет. Ничего себе, юбилей. В наш театр попасть невозможно, потому что он единственный уникальный в стране. Вот, я очень надеюсь, что, может быть, удастся привести и показать детям Якутии Ну, это наши очень замечательные интересно, да, спектакли. на самом деле, потому что у нас есть детские постановки там, в Государственном театре оперы и балета, но это, конечно, другая специфика, а вот мюзикл — это что-то новое. Да.
И у вас, получается, он такой направлен на небольшое количество детей, да? Именно вот Да, мы играем спектакли, у нас есть помещение, губернатор Свердловской области выделил нам отдельный дом, в нем маленькая сцена, 40-50 мест. Мы с детскими психологами выяснили, что маленьким детям большие залы не рекомендуются. Они теряются, они там смущаются, они даже немножко боятся большого пространства. Они любят более домашнюю обстановку, они любят прийти с бабушкой, с дедушкой. И у нас мы обратили внимание, что, например, к нам часто приходят дети, как правило, сначала с мамой, потом надо показать папе, потом надо показать дедушке и бабушке. И таким образом у нас ребенок на один спектакль ходит раз 5. Вот. Здорово. Ну, спасибо вам большое, что вы прямо с трапа самолета посетили сегодня и украсили наш... Да, спасибо огромное за приглашение. Я первый раз в вашем замечательном городе, но я уже чувствую гостеприимство, и я чувствую, что мне здесь будет очень и очень хорошо. Приезжайте еще обязательно. И, конечно, ждем каких-нибудь комментариев о мюзикле, вашего профессионального мнения. Спасибо. Ну, дорогие зрители, мы вам желаем отличного, бодрого утра. Посетите Fusion Musical «Багровое солнце». И, конечно же, оставайтесь с нами на До новых нашем встреч. телеканале.